Невозможно, будет вот так сейчас. Белорусско-азербайджанская дива Гюнеш. Мы опять застали его немножко врасплох, да? А сказать она мне и ответить ничего не в состоянии, потому что губья ее сейчас превращается в ярко-ярко красный. Да, я схожу с ума вообще от одного твоего вида. Особенно вот эти жабры у тебя, или как называется, бакенбарды. Это не жабры, Что это такое? 13 тысяч камней. 13 тысяч, дорогие друзья, камней. Это очень дорого и вручную. Скажи, пожалуйста, ты владеешь восточным танцем? Естественно. Можешь чем-то Я 2 года занималась в Академии арабского танца «Фанана» восточными танцами. Скажи, пожалуйста, а я вот со своей фигурой вообще способный, как ты думаешь, владеть восточным танцем? На самом деле на Востоке правильнее всего будет, когда танцует танцы живота мужчина. То есть изначально мужчина придумал этот танец, а потом уже передал это своей любимой Хабиби, чтобы она для него танцевала. То есть раньше было так: Хабиби сидела, ела бананы, ананасы, там, да, а ее мужчина танцевал. Эротический танец. То есть он исполняется мужчиной? Но придумал мужчина, то есть сначала танцевал То есть мужчина. первый азербайджанский хореограф. Почему азербайджанский? Кстати, в Азербайджане нет такого понятия танца живота. У нас есть красивые кавказские танцы. Это азербайджанская, да. А это больше, наверное, турецкая, арабская. То есть лезгинка — это азербайджанский Лезгинка — это чисто азербайджанская тема, дорогие друзья. Я совсем запутался. Это была жемчужина Востока. Гюнеш. Идите. Певица Гюнеш сегодня в образе изумрудной девушки Lady Emerald. Эту песню певица написала специально для проекта ОНТ «Музыкальный суд». Своим творчеством Гюнеш уже не раз доказывала, она не просто жемчужина Востока, она настоящий изумруд. You're the part of a dangerous game that you have not even